книги моей жизни. Какие они? Как они определяют судьбу человека? Как помогают сделать выбор? Какое влияние оказывают на становление личности? Как они помогли нашему гостю найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Наша сегодняшняя гостья любит пешие прогулки и общение с близкими по духу людьми. На формирование ее личности повлияли родители и книги. Библиотечную профессию выбрала сразу и на всю жизнь. Прошла путь от ведущего библиотекаря до министра культуры. При ее участии в Чувашской республике реализована программа модернизации сельских библиотек, разработан проект по созданию филиала президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина на базе Национальной библиотеки Чувашской республики. Она является одним из авторов концепции модернизации сельских клубов в Чувашии. Под ее руководством проводилась эффективная работа по реализации государственной политики, развитию инфраструктуры и подготовке кадрового потенциала в сфере культуры. Награждена памятной медалью «Патриот России». Позвольте представить вам добродушную хозяйку и главную хранительницу книжного наследия Чувашии, директора Национальной библиотеки Чувашской республики Розу Михайловну Лизакову. Здравствуйте, приятно познакомиться. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Таня. Мы рады вас приветствовать, а также спешим поздравить вас с профессиональным праздником, с общероссийским днем библиотек. И сегодня нам очень бы хотелось побеседовать о книгах вашей жизни. Начнем с самого детства. Расскажите. Моей жизни. Озвучили наш цикл встреч. О своем детстве. Какие книги вы читали? Что вам нравилось? Вы знаете, что у меня очень дружная, хорошая семья, замечательные мои родители. И мама у меня была учительницей. И читать я училась очень рано, научилась очень рано. И, собственно, до того, как пойти в школу, я уже умела читать. И в школе было в первом классе, наверное, довольно мне скучно, потому что я все это умела, и вот это самое. Но самое интересное заключается в том, что когда, я это прекрасно помню, когда я уже понимала, что я так читаю, уже умею читать, я попросила маму принести мне книжку из школьной библиотеки. Она мне принесла эту книгу, она была такая совсем небольшая, даже не помню ее название. Она была, черно-белые иллюстрации такие были, значит, крупными буквами. Я даже понимаю, почему мама выбрала именно эту книжку, потому что она считала, вероятно, что, если так крупными буквами напечатана книжка, детская, наверное, ее интересно читать, удобно читать. Так оно и есть, я ее прочитала. И далее, конечно, я очень любила сказки, как и все дети. Очень любила чувашские сказки читать, много было детских книжек. Но вот на меня очень сильно, конечно, оказало какое-то... Я многое не помню с того, что я читала. Это были, была такая серия «Библиотека школьника». Помните ли вы ее или нет, я не знаю. Она была такая оранжевая такая серия, значит, школьная библиотека. И в этой серии я читала с удовольствием книги Витя Малеев «В школе дома», Денискины рассказы и так далее. И мне попалась однажды книга Любови Воронковой «Старшая сестра». Вот когда мы готовились к этой встрече с вами, я первое, что сказала, назвала, это, конечно, вот эта книга «Старшая сестра», которая, конечно, свидетельствует о том, что, в отличие, например, от мальчиков, всегда все-таки существует такое чтение девочковое. Да. Если мальчики любят читать про войну,
может быть, какие-то приключения и так далее. В моем случае вот оно выстроилось. Это я сейчас понимаю, когда я смотрю вот на эту выставку, понимаю, что я и в детстве читала книги именно как девочка. И сейчас я читаю книги именно как женщина, потому что вероятно, что-то есть в том, как мы формируемся. Так вот, эта книга «Старшая сестра» Любови Воронковой, она была именно старшей сестре в семье, которая, будучи старшей и оставшись в семье без родителей, сиротой, а после нее были младшие дети, будучи старшей в семье, она взяла всю ответственность на себя. И эта книга так написана замечательно. Она, вот как раз она в какой-то мере мне помогла, вероятно, осознать себя как старшей сестре, потому что в моей семье я старшая. Я старшая в семье, у нас 4 детей, и вот эту меру ответственности за себя, за младших братишек, за младшую мою сестру, вот эту меру ответственности как-то формировали, собственно, мои родители тоже. Но я почему-то сейчас вот понимаю, что, наверное, эта книга тоже мне помогла себя понять, себя назначить на роль именно старшей сестры. Это очень интересно. Ну, потом, конечно, я не хочу вообще говорить о том, какие книги мы читали по программе. Моя позиция заключается в том, что я очень хорошо отношусь к программам преподавания литературы в школе, в техникумах, в университетах, очень хорошо отношусь. Но я внутренне абсолютно убеждена в том, что чтение человека, в каком бы возрасте он ни был, чтение человека должно быть свободным. Оно должно быть очень свободным, должно быть спонтанным, оно должно вырастать просто в силу собственной линии, твоей личной линии жизни. Поэтому мои родители как-то отзывались на мои просьбы. Например, я попросила маму выписать мне журнал «Юность». И этот журнал «Юность», который, собственно, это было в 8 классе, я это помню, и мама этот журнал мне выписала. И как раз он очень много сделал очень сильно оказал на меня влияние этот журнал. Потому что, во-первых, он приходил ежемесячно. И там редакционная политика журнала, вероятно, была такова, что они ориентировались на таких молодых людей, как я, моего возраста, которые начинают задумываться о жизни, обо всем, что тебя ждет, о смысле жизни, такие мучительные вопросы, которые всегда стоят. Ирина Петровна, вы прекрасную публичную лекцию провели о книгах для подростков, да? Как раз мы действительно так иначе задаем эти вопросы. Что с нами будет, что нас ждет, в чем смысл жизни, как себя вести и так далее. И, между прочим, этот журнал очень на меня оказал сильное влияние. Наверное, немножко воспитал мои читательские вкусы. Потому что я, например, помню, что я повести Бориса Васильева читала именно там. А Бориса Васильева я считаю, например, «Завтра была война», повесть там. Сказка Леонида Филатова, сказ о Федоте Стрельце, например, там были замечательные стихи, литературные воспоминания, литературная критика, наверное, какой-то нравоучитель, такие какие-то эссе были. И поэтому этот журнал я думаю, что как раз эти писатели, и редакционная политика этого журнала оказала на меня, конечно, очень сильное влияние. И на выбор моей профессии тоже, вероятно. А зарубежных писателей вы читали, хоть вы сказали, что у вас такое больше девчачье было чтение, а те приключенческие романы, Стивенсон, Жюль Верн? Да, конечно, я читала, но
я не могу их назвать в числе моих любимых книг. Наверное, я читала детективы Агаты Кристи, да, вот это я помню очень хорошо. Читала с огромным интересом. Шерлок Холмс и Конан Дойль. Вот эту детективную литературу, конечно, я читала, да, это любила. Да, но все-таки больше как-то вас в философию, в миросозерцание тянуло. Получается, вот в юношестве вы такие произведения читали? Да, да. Потом, вы знаете, что, как вам сказать, вот Людмила Улицкая, например, недавно я видела ее интервью, она говорит, что из тех читателей, говорит она, которые обязательно дочитывают книгу. Да? Да. Вот есть люди, которые берут очень сложные книги, они берут эту книгу и ее просто вот дочитывают в силу особенностей характера, может быть, воспитания и так далее. Но я не из тех. Если мне книга не нравится, я ее не читаю. Единственная книга, которую, наверное, я заставила себя дочитать, это была книга «Мастер и Маргарита» Булгакова. А почему заставили? Я не являюсь поклонником этой книги. Я даже, честно сказать, я даже не понимаю, почему он ее написал, эту книгу. Я до сих пор не понимаю, почему он ее написал. История мастера как творца, как человека. Может быть. Но вот я не из тех. Хотя «Собачье сердце» Булгаков, например, я читала с огромной радостью, с огромным интересом. Она была очень хорошая. А что конкретно вам не нравится вот в «Мастере и Маргарите»? Просто направление, содержание, может быть? Это не ваше направление? Я не понимаю, почему вот есть персонажи, какие-то люди, не персонажи, которые олицетворяют собой в тексте как-то черную силу, скажем, там, Воланд и так далее. Почему роман был построен на вот этой линии, допустим? Почему это все именно... Главный вопрос, почему он это написал? У меня нет ответа на этот вопрос. Ни у кого, наверное, его нет, потому что все-таки книги, они ведь не обязаны нравиться всем, у каждого есть что-то свое обязательно. А вот тогда, окончив школу, вы поступили в Казанский государственный институт культуры по специальности библиотековедение и библиография. Ну, основной вопрос, что повлияло на выбор будущей профессии? Просто любовь к книгам? Да, я много читала, и книги действительно уже к тому времени стали частью моей жизни, моей личности. И поскольку мама была учительницей в школе, как я уже сказала, педагогические коллективы всегда очень сложные. Вот. Если есть здесь те, у кого родители работают в школе, возможно, вы подтвердите, возможно, нет, но педагогический труд очень сложен. И в представлении моей мамы вот работа библиотекаря, работа с книгой, с людьми в контексте чтения книги, вероятно, вот как раз были вот идеальным ее представлением о том, какая могла бы быть работа для женщины. Это совпало, и она это предложила. Мы поехали с отцом в Казанский институт культуры подавать документы. Я поступила сразу же после окончания школы в первый год на очное отделение с первого раза. Вот. И я никогда об этом не жалела. Были разные, очень разные были периоды моей жизни, учитывая, что, во-первых, эта сама профессия была и есть, наверное, малооплачиваемая, были разные периоды жизни. А во-вторых, период развития нашей страны, вот как я поступила в 1983 году, окончила в 1987 году, и с тех пор я работаю, были очень сложные периоды, учитывая, что
исчезла одна страна, была создана новое государство, да, Российская Федерация. Мы жили в период, когда это была плановая экономика, государство заботилось гораздо больше, потом это все изменилось, была рыночная экономика, и вот эта вот трансформация государства, конечно, очень был сложный период. Но тем не менее я никогда не жалела о выборе своей профессии. И до сих пор, так или иначе, даже несмотря на то, что я уходила работать в министерство, но все равно я находилась в орбите моей профессии. И вот около 20 лет вы проработали в библиотеке, Да. перед тем, как начать работу вот в министерстве как раз. И что конкретно вот вам понравилось, что не понравилось в работе? В библиотеке. В библиотеке, да. В библиотеке, как и в любой работе, ты как-то незаметно для себя можешь уйти в рутину. Такую вот ежедневную, будничную такую рутину, день за днем, привычные какие-то шаги, привычные действия. Но при этом надо понимать, что от читателей библиотека должна быть всегда чем-то новой. Она всегда должна предлагать искать сначала что-то интересное, быть готовой представить нашим читателям новые формы работы, новые книги, глубокие размышления, да, готовность взаимодействовать. Вот этот момент нашей профессии как раз очень важен для коллектива в целом, для тебя, для библиотекаря. Очень важно как раз остановить себя в тот момент, когда ты уходишь в рутину. И в конечном итоге как раз эти моменты именно поиска творческого тебе запоминаются, и как раз они тебе и нравятся в твоей профессии. Главное в том, чтобы не позволять себе останавливаться в поиске новых творческих каких-то идей, творческих форм. Если в какой-то момент ты чувствуешь, что ты начинаешь профессионально выгорать, очень важно, чтобы кто-то другой рядом с тобой встал и вместе с тобой начинал новый поиск. Да. А вот когда вы работали библиотекарем, удавалось ли вам читать книги? Больше, меньше? Вообще было время, находили? Конечно, обязательно. Ты читаешь для того, чтобы удовлетворить свою личную потребность в чтении, но при этом, будучи библиотекарем, ты, читая любую книгу, ты всегда думаешь о том, что эта книга могла бы понравиться такому-то читателю, ты все равно это помнишь. Но в моей библиотечной практике очень... Вообще, надо сказать так, что какому-то человеку очень может повезти с хорошим библиотекарем. Очень везет человеку, которому на пути попадается хороший библиотекарь. Но и бывает, что библиотекарю попадается очень хороший читатель. В моей практике был такой читатель, Ольга Юдовна Моисеева. Она была врачом в Шумилинском районе, врачом в больнице. И она была очень умным читателем. И как раз мне с ней очень повезло, потому что она могла мне посоветовать очень интересную книгу, мы могли с ней вместе посоветоваться. Она могла оставить какой-то... То есть она оставила след в моей жизни. К сожалению, сейчас нет ее в живых. Ну мне как раз она помогла. Но вообще читатели очень влияют на чтение, библиотекари тоже. А вот почему вы стали работать в министерстве? Что вас привлекало в данной сфере? Вы знаете что? Я работала в Шумилинской районной библиотеке после окончания института. Я приехала первый год работать в библиотеку. И после окончания сразу института я работала в Шумилинской библиотеке 8 лет. Я была заведующей отделом обслуживания в течение 8 лет. И в какой-то момент наступает такой период, когда ты очень ясно понимаешь, что ты хочешь чего-то, что
что-то ты хочешь. Просто какой-то момент наступает, что тебе нужен какой-то новый этап. Возможно, я даже не сформулировала тогда на тот момент вот ясно внутренне для себя, но пришло приглашение из Министерства, из Национальной библиотеки Чувашской Республики, мне позвонили и позвали в Национальную библиотеку. Я восприняла это как огромную честь для себя. И я пришла сюда в библиотеку, Национальную библиотеку Чувашской Республики на самую маленькую должность. Это была должность ведущего библиотекаря отдела национальной литературы и библиографии Чувашии. Это была очень маленькая зарплата. Вот, это была самая маленькая такая должность. Вот, и я приняла это приглашение. И далее в моей жизни я никогда не отказывалась от предложенной работы. Правило моей жизни заключается в том, что как только мне предлагают работу на повышение, я всегда шла. Потому что это всегда новый этап твоей жизни. Наступает такой новый этап. Это первое. Второе, всегда появляется возможность вот, встать на то рабочее место, в котором ты учишься новому. То, что ты никогда не делал прежде. Вот. И это происходит с каким-то преодолением, мучительно, может быть, а может быть легко и просто, но все равно это расширение горизонта твоего профессионального взгляда и всегда движение вперед. Вы как Куприн, который тоже перепробовал уже множество профессий, чтобы только расширять свои горизонты и все попробовать. Да, это хорошая позиция. Тоже, наверное, нужно вас этому учиться. Я приняла приглашение работать в Министерство культуры. Это сделала, пригласила меня министр Ольга Григорьевна Денисова тогда. И я проработала в общей сложности в министерстве, по-моему, 13 или 14 лет на разных должностях. Я там тоже туда пришла на самую маленькую должность. Вот, я так помню, старшего какого-то методиста, ну и понятно, что уже очень быстро. А какое собственное достижение вот, вообще в выбранной сфере деятельности вызывает у вас наибольшую гордость? Что вы можете выделить? Вы знаете, очень сложно начинать реализацию государственных республиканских программ. Вот была программа модернизации сельских библиотек, она началась в 2003 году. И я хочу сказать, что у истоков с самого начала реализации вот этой программы я как раз и была. Потому что был такой благотворительный фонд ЮКОС, который начал программу модернизации сельских библиотек, и мы тогда вошли в число первых регионов, которым тогда не дали деньги на создание первых 6 модельных библиотек. Мне дали. Дали. Как раз нам дали они вот эти вот, значит, деньги на создание первых 6 модельных библиотек. Куратором этого проекта была Михнова Ирина Борисовна. Я ей позвонила, когда уже была директором здесь библиотеки, и как-то вот с этого все началось. Тогда я уже работала, потом перешла в Министерство культуры, и мы сумели убедить Николая Васильевича Федорова, Министерство финансов, что надо начинать реализацию модернизации сельских библиотек. Вот. Был указ Николая Васильевича Федорова. Наверное, наряду с Ольгой Григорьевной Денисовой я могу вот уверенно сказать, что это то, что я могу сейчас предъявить как результат совместной нашей работы. И спасибо вам большое за это, вообще в целом за то, что такие программы реализуются, потому что не только ведь чебоксары, например, должны читать, но и люди в регионах. Вам хотелось показать книги. Я очень вам советую, коллеги. Вы же будущие библиотекари, да? Не все. Не все? Я бы вам посоветовала, конечно, вот, обратить внимание на книги, которые пишет Михаил Григорьевич Кондратьев, например. Вот в серии «Замечательные люди Чувашии» Михаил Григорьевич Кондратьев написал 4 книги. Я их все прочитала с огромнейшим моим интересом, огромнейшим. Это вот как раз вот издание, которое это, каждое из них это труд его жизни. Это издание, например, о Федоре Павловиче Павлове.
одна монография о Степане Максимовиче Максимове, о композиторах Воробьевых. Он написал книгу вот в этой серии. И я бы вам всем посоветовала, вот если бы я написала, я не хотела бы писать книгу, я бы, наверное, написала книгу как результат многолетних научных моих изысканий. Вот это, потому что, вот, понимая, как прекрасно, как замечательно пишет Михаил Григорьевич Кондратьев, я понимаю, какая-то интересная работа, исследовательская как раз работа, когда он пишет, основываясь на документах, на фактах. Он никогда не фантазирует, он никогда не уходит за грань каких-то своих, ну, как бы, да, он очень внимательный, очень интересно пишущий, конечно, исследователь. И в этом смысле, конечно, я бы написала, если бы я была писателем, я бы написала работу на основе научных изысканий. А какую последнюю книгу вы прочитали? Вот сейчас. Что Сейчас вы я сейчас читаю, все очень хвалили вот книгу «Лавр» Евгения Водолазкина. И я дочитываю еще одну книгу Михаила Григорьевича Кондратьева. Он написал новую монографию об параллелях музыки народов Поволжья. Значит, вот эту книгу, она, конечно, очень специальная такая литература, сложна для меня, но тем не менее, вот как раз я ее читаю, и я дочитываю Водолазкина «Лавр». Очень ее все рекомендовали, и где-то вот на середине этой книги пока остановилась, что-то она пока у меня еще лежит. А вообще часто вы так книги, одновременно несколько книг читаете? Да. Иногда бывает, что я книгу надолго забрасываю, но потом возвращаюсь к ней. Если она хорошая, то я ее дочитываю. Да. А как вы успеваете совмещать вот и чтение, и работу? Иногда кажется, что просто, ну, например, человек приходит с работы, ему хочется отдохнуть, не за книгу. Вот я вам признаюсь честно, когда я работала в министерстве, это было очень трудно. Это было очень трудно. Я читала в основном во время отпуска. У нас же есть летний отпуск, месяц на море я еду с книгой. Вот, как раз на море я прочитала книги Александра Генниса «Гений места». Очень люблю книги Виктории Токаревой читать в отпуске. Виктория Токарева. Очень люблю читать Сергея Довлатова, например. Сергей Довлатов, Виктория Токарева. Был у меня очень интересный период, теперь уже я не возвращаюсь к такому автору, вот, Юрий Поляков, например. Если вы ее читали, я бы вам посоветовала ее читать. Он пишет очень интересно, с чувством юмора большим. Вот. Кстати говоря, никогда не знаешь, где и каким образом придет к тебе книга, которая тебе понравится очень. Даже не понимаешь, как это происходит. Я, например, прочитала две книги такого интересного блогера Ульяны Меньшиковой. Случайно мне кто-то из моих знакомых подсказал, что есть такой блогер Ульяна Меньшикова. Написала она, значит, она изо дня в день в своем блоге, как пишут обычные блогеры, но эта женщина, она регент, она руководитель церковного хора в одном из храмов в городе, даже не помню, какой это город был, неважно. Она изо дня в день писала интересные какие-то события, описывала какие-то события, смешные случаи, описывала какие-то их ежедневные будни церковного хора, да, вот какой-то. Но важно не то, что пишут, всегда важно, как пишут. Вот как раз это тот случай, когда вот ее стиль, ее юмор, очень легкая какая-то, изящная, женская какая-то подача, очень интересная. Поэтому я вот ее сейчас, последняя книга, которую я с удовольствием читала, вторую книгу, я даже пошла на встречу, презентацию книги с этим автором, когда я жила еще в Москве. Ульяна Меньшикова везла, пошла презентация ее книги в библиотеке Некрасова в Москве.
и купила эту книгу. И очень интересный рассказ о священнике, которого они называли у себя отец Сникерс, например. Отец Сникерс свободный, очень интересный такой священник, который, казалось бы, в такой сфере, которая вся уже от и до имеет свои какие-то каноны, правила. Даже в этом мире он свободно работающий, свободно мыслящий и так далее человек, ходил в кроссовках, там, что-то там такое, в общем, интересный человек. Он приехал на мероприятие в какую-то деревню, посвященное 9 мая, был какой-то митинг, посвященный 9 мая, и начал вдруг ниоткуда, вне программы, читать проповедь, проповедовать, стыдить людей за то, что они неправильно живут, неправильно растят детей, неправильно поступают и так далее, и так далее. И, в общем, это так интересно написано, это такая блестящая книга и очень малоизвестный автор, так ведь? Но я вот ее для себя открыла и жду следующую книгу, например, для Анны Шиковой. Возможно, она даже уже вышла, если она вышла, мне подскажите. Я ее обязательно найду, прочитаю. А что бы вы еще могли порекомендовать к прочтению зрителям? Я хочу порекомендовать уважаемым моим коллегам, будущим коллегам, верить только своим вкусом. Вот верить только себе, собственному вкусу, идти своим путем, выстраивать шаг за шагом свой личный путь чтения. Вот. Хорошо, если вам повезет с первой книгой, которая вас подтолкнет, вот как в моем случае это была то одна, то другая, подталкивает тебя к следующей книге. Вот. И вот именно так стоит эту книгу, чтение свое. Никого не стесняться. И не считать, что вы читаете совсем не то, совсем не так, и не вовремя, и не так читаете. Верьте только в себя. Я вот только так могу сказать. А вот взгляд на классику, что все-таки вот классика, она должна быть обязательно. Конечно. Тут я не спорю, я просто не стала останавливаться на чтении по программе, на чтении произведений классики. Они, конечно, прочитаны, да. Конечно, не все. Я, например, что дело Чернышевского, я, например, как бы не буду читать. Я, например, буду ли ее читать? Я не буду эту книгу читать. Но вот, например, Достоевского, например, «Бесы», например, братья Карамазовы, Толстого, например, Анна Каренина, «Война и мир». Конечно, опять же, читаешь как женщина. Я, например, «Войну и мир» с огромным интересом читаешь не части, где военные баталии, да, я признаюсь в этом. Но со мной всегда рядом будет книга, и она со мной всегда. Это, конечно, Евгений Онегин, как раз с комментариями Лотмана, Юрия Лотмана, Евгений Онегин. Это книга моей жизни. Как бывает книга, как первая любовь с первого взгляда, да, или первая любовь, я не знаю, как это назвать. Бывают такие книги, которые действительно становятся частью твоей жизни, твоей личности. И вот как раз Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкина, это вот как раз книга моей жизни. Это стих, который я всегда перечитываю, помню многое, какие-то приходят стихи вот на ум всегда. Поэтому, конечно, книга моей жизни вот И книга о книге. И книга о книге. Кстати, Юрий, мне недавно совсем, когда я работала в Москве директором библиотеки, один из директоров издательств московских подарил мне книгу в подарочном таком издании Евгений Онегин, уже не с комментариями Юрия Лотмана, а именно вот этого директора издательства. Он сам написал комментарии к Евгению Онегину. Эта книга сейчас у меня дома хранится. И очень интересно организована книга. Кстати говоря, вот Юрий Лотман, ну, вообще комментарии книги это
ссылок, да, это система гиперссылок, да, электронная книга, или как она называется в современном ключе, да, когда ты, значит, по ссылкам уходишь, вычитываешь и так далее, вот. И он как раз подарил книгу в подарочном издании. Строфа онегинская дана вот так вот ровно, вот так вот по маленькой частью здесь, и все вокруг исписано комментариями. Потому что когда читаешь Евгения Онегина, там очень много, да, названы поэты того времени, друзья, да, какие-то персонажи, места. Совершенно верно, да. Всегда было очень интересно это читать. Вот теперь у меня есть в новом издании эта книга. Но всегда вот первой, так сказать, любимой моей книгой будет Евгений Онегин с комментариями Юрия Лотмана. Именно в серии «Школьная библиотека». Она у меня так же вот как эта книга, вся уже немножко обтрепана по углам. В общем-то. Значит, актуально. Да. Всегда. А вот тогда о библиотеках хотелось бы поговорить. Вот какую роль, да, вот как раз Даша начала говорить. Хотелось узнать, какую роль вот сейчас, вот, в 21 веке занимают библиотеки. Они же видоизменились уже. Да. Перестроились. Библиотека изменилась. Библиотека перезагрузилась. Перезагрузка библиотеки уже давно произошла, потому что библиотеки внедрили в свои библиотечные процессы автоматизированные технологии, создали автоматизированные технологии как интегрированные информационные системы. Да, библиотеки освоили интернет, библиотеки создали свою линию поведения в социальных сетях, библиотеки выстраивают связи с общественностью благодаря всем этим новейшим технологиям. Да. И сайты библиотек, например, сайт нашей национальной библиотеки Чувашской Республики просматривают ежедневно несколько сотен человек. Несколько сотен ежегодно ежедневно просматривает несколько человек, потому что библиотеки сами очень много делают для того, чтобы человек мог, не приходя в библиотеки, будучи дома, удаленно посмотреть эти тексты, вообще выяснить, есть ли какая-то книга в фондах этой библиотеки. Поэтому библиотеки освоили все эти новейшие технологии. И я думаю, что библиотеки, которые начали хранить, вообще возникли с момента, когда появились глиняные книги, да? Ведь первая книга первая библиотека, это библиотека, которая хранила в корзинах глиняные книги. Да, да. Вот теперь новая цифровая технология. Но мне сложно судить, сложно прогнозировать на многие сотни лет вперед, что ждет библиотеки. Возможно, библиотеки ждут непростые времена, учитывая, что каждое следующее поколение осваивает новые, вновь возникающие технологии. И, на мой взгляд, вот эта прослойка людей, небольшая такая прослойка читающих людей во все времена, во всех обществах, она всегда сохраняется, она будет, я не знаю, там 7% людей, может быть, постоянно читающих людей. И эта прослойка людей, она всегда будет. Вопрос только в том, будем ли мы относиться к этому слою людей. А вам что больше нравится? Вот вы говорили об электронных ресурсах, электронных книгах. Вы все-таки приверженец бумажного формата или вы уже переходите на электронный? Я не могу читать электронные книги. У меня есть целых 2 ридера, которые позволяют читать. Я не могу читать, для меня это очень сложно. Я покупаю книги. А почему? Просто потому что неудобно как-то смотреть, но неудобно в кавычках? Или вот вам нужно чувствовать эту книгу, держать? Именно книгу держать. Держать книгу как книгу в руке. А в детстве вы тоже много библиотеки посещали библиотеку? Да, да. Я посещала школьную библиотеку, сельскую библиотеку. Да. Основной источник чтения была, конечно, библиотека.
А дома свою библиотеку имели в детстве или потом со временем сами собирали? Сейчас я собираю книги, она у меня есть небольшая библиотека моих любимых книг. Там есть очень много, конечно, случайных книг, которые я даже сейчас не понимаю, почему я их покупала. Я даже не понимаю. Время от времени я чищу эту библиотеку, вот, оставляю то, что всегда оставляю. Вот. Ну, попадают такие книги в мою личную библиотеку. Она небольшая. Я не думаю, что я буду формировать огромную библиотеку. Она будет у меня небольшая. Наверное, это то, что вы готовы в любой момент взять и перечитать. Да, совершенно. А если бы у вас была возможность встретиться с собой маленькой, то вы бы что себе сказали? Вот сейчас вы встречаете себя. Можно сказать, наверное, я бы сказала себе, иди своим путем и верь в себя. И никому не позволяй, никому в жизни не позволяй усомниться в себе. Потому что люди будут рядом разные. Люди будут рядом те, которые как-то будут сеять сомнения в тебе, в самой. И как раз этим людям нельзя доверять. Надо видеть в себя, двигаться своим путем. И у вас в жизни всегда так было? Или все-таки вы вот были под влиянием чужого мнения, что порой... Конечно, не быть. Это сложно. Да. Как бы быть абсолютно свободным человеком. Сложно. Учитывая, что мы все работаем, мы избрали такую профессию, у нас есть коллектив, у нас есть начальство, всегда, так, у нас всегда есть руководители, ты все равно будешь не свободен. Да. Но, вот, по крайней мере, части выстраивания собственных вкусов, интересов, чтения, значит, вот, произведений искусства, людей, друзей и так далее. Это твой личный твой путь. Да, потому что внутренний мир, его как бы сложно измерить. А вот о планах на будущее нам расскажете? Нас ждет огромное событие, связанное со 150-летием Национальной библиотеки Чувашской Республики. Дорогие коллеги, я вас приглашаю на мероприятие, посвященное юбилею нашей библиотеки. Основные торжества состоятся 21, 22, 23 июня. Здесь будет форум, посвященный юбилею нашей библиотеки. Состоится торжественный концерт, посвященный юбилею нашей библиотеки в Театре юного зрителя 21 в 13 часов. Сейчас наш коллектив и я, мы все занимаемся подготовкой вот этих наших событий. А что для вас вот эта Национальная библиотека Чувашской Республики? Это место моей работы, это то место, где мне очень хорошо. Даже тогда, когда тебе становится плохо, когда ты здесь появляешься, тебе лучше. Да. Можете назвать Это место, где лечатся раны. Можете назвать вторым домом? Да, могу. Это верно. Это абсолютно верно. Значит, вы действительно выбрали правильный свой путь, раз говорят, что на работе нужно чувствовать себя как дома. Я очень благодарна коллективу Национальной библиотеки за то, что он именно такой. Что здесь люди подобрались именно такие, понимающие друг друга, вдохновляющие друг друга, вместе работающие и очень бережно относящиеся к взаимоотношениям, к людям, к читателям, друг другу. Поэтому здесь очень хороший коллектив. Здесь очень хороший коллектив, так что приходите к нам работать. Если будете искать работу, у нас есть вакансии, у нас есть свободные места. Когда получите дипломы, приходите к нам, вернее, работать в библиотеке. Да, правда, стало интересно, захотелось даже. Роза Михайловна, вас благодарим за это интересное интервью, очень богатое. Мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Спасибо вам большое. Спасибо.